у нас в гостях Жанелла Мирамова, ученица Назарбаев интеллектуальной школы, вместе со своим педагогом, учителем искусства Медведь Татьяной Леонидовной. Здравствуйте. 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 Жанелла, как настроение твое? Хорошо. Хорошее? Я знаю, что ты очень талантливая девочка. И недавно ты была в конкурсе, участвовала и заняла победное место. Расскажи, пожалуйста, что за конкурс? Изначально это являлся просто конкурс иллюстрации. Была аннотация, и надо было проиллюстрировать ее. Я проиллюстрировала, отдала своей учительнице, и после, недавно мне уже сообщили о том, что я стала победительницей. Поздравляю тебя, ты умничка! Расскажи, пожалуйста, как ощущения от победы? Вообще, что это был за конкурс? Расскажи подробно, кто участвовал, ты знаешь? Да, участвовало более 70 человек с Костанайской области именно. И именно произведение это было по Казахстану, конкурс имени Ибра Алтынсарина. Собственно говоря, чувства у меня очень захватывающие, то, что вот, я победила. Ожидала победы? Да. Верила в себя, да? Умничка. Угу. Понятно. Татьяна Леонидовна, вопрос к вам, как педагогу, как вы принимали участие, что вы делали, готовили ли вы деток, Жанеллу готовили? Во-первых, хотела бы сказать, в целом, как мы с ней познакомились, поближе по сравнению со всеми учениками. Получается, Жанелла ко мне подошла в 7-м, сразу первой четверти. Я знакома с ее преподавателем Оксаной Олеговной. Она у нас практику проходила в нашей школе. Она мне привет передала и дала о себе знать, что она посещает художественную школу уже 5-й год, получается, да, Жанелла? 5-й. И я сразу таких детей учитываю. То есть это те дети, с которыми можно готовиться к конкурсу. То есть и она мне про этот конкурс сказала, что она уже готовится, и мы ожидали победы. Вместе, в общем, да, уже? Да. Жанна, тогда вопрос такой к тебе. Расскажи, откуда у тебя такая любовь к искусству этому? Когда ты начала первый раз рисовать, чем рисовала? Карандашом или кисть взяла в руки и сразу начала там что-то разукрашивать? Расскажи. Я считаю что все мне давалась графика, потому что с детства я любила рисовать именно цветными карандашами. В художественной школе у меня по предмету рисунок всегда стоит 5, в отличие от живописи. По живописи у меня 4. Любовь к искусству, наверное, мне его привила моя бабушка Искендирова Раушан Сурбаевна. Бабушка много рисовала? Нет, она рассказывала мне о разных личностях, о их работах. Мы с ней ходили по музеям, и она сама по себе является педагогом. Ага. Вот откуда такая любовь. Все-таки семейная, так сказать, у вас, да? А ты помнишь свой самый первый рисунок, который тебе очень понравился? Наверное, это был портрет моей мамы, который я рисовала где-то в 1 классе. Он вышел довольно-таки неплохим. Мама на тот момент впечатлилась, ей понравилось? Да. Круто. Татьяна Леонидовна, вопрос еще к вам такой. Вы сказали, что сразу отмечаете для себя детей, кто рисует. Хорошо. Да. Как вообще развивать эти художественные навыки? Всем ли это дано детям или нет? В принципе, всем у нас дифференцированный подход в обучении. То есть дети обучаются с 7 класса искусству до 10 класса. То есть за этот период времени у них есть возможность узнать о искусстве в целом, о истории искусства через изучение творчества разных выдающихся художников. В процессе, так как их работа связана с проектно-исследовательской деятельностью, то есть они исследуют, применяя знания с других предметных областей. И здесь как раз
не только они рисуют, они также исследуют, применяют знания с разных областей. И вот как пример, чтобы мне легче было это объяснить, показать, у них есть вот такие скетчбуки. Вот, когда я пришла работать в школу Назарбаева, да, в январе, хотя она открылась 12 декабря, уже 9 лет будет в этом году. Первая моя как сказать, педагогическая деятельность именно в этой школе началась с учителем международным с Лондона Мартином Керби, который в первую очередь сделал акцент именно на скетчбуках. Скетчбуки специальные для урока искусства, в которых они не только рисуют. Первое, что это они делают, изучают творчество, изучают историю разных художников, делают записи, как вот Леонардо да Винчи, может быть, где-то видели, можете задать даже его имя в гугле, да, например, посмотреть, там у него записи, зарисовки разные. Вот так же и мы в такой же манере ведем уроки. То есть прежде чем что-то нарисовать, нужно это что-то изучить. Да, Теория, изучить, да? исследовать. Потом они уже начинают разрабатывать свое что-то. Здесь они учат, развивают разные виды грамотности, даже финансовой грамотности, математические навыки. Они планируют материалы разные, ну, то есть сколько чего им нужно. Они учатся распределять свое время. Также они учатся планировать время, ну, то есть планировать время, финансы. То есть экономить учатся, то есть ищут идеи, какой материал вот, можно применить. Не обязательно же его покупать, как это сделать. В общем, вот историю мы здесь видим, да, вот тема роботы, как раз в 7 классе мы изучали. Вот Жанелла уже в этом участвовала, так как она уже вот это 2-я четверть. А это скетчбук ученика Касымова Ментимира. Вот, он сейчас уже в 9 классе учится. Вот, в первый год они полностью вот проходили раздел, историю, все. И здесь вот хотела показать, там, где вот сначала эскиз, вот уже собственно. Они сначала изучили роботов, которые существуют, типы роботов, все такое. Потом они делают эскизы. После этого они уже вот детальный план, здесь детально все исследуют, каким образом он будет создаваться, планируют полностью время, сколько чего им нужно. Потом уже дальше у них идет создание робота. То есть они исследовали, разрабатывают идеи и уже создают. В итоге они сдают работу полностью и потом ее защищают. На чем основывается их работа, все такое. То есть они учатся через вот эту деятельность, проектный исследователь, учатся говорить, правильно выступать, ораторскому мастерству, когда они защищают проект. Когда они исследуют, тоже так же учатся говорить, считать, то есть разным видам грамотности. То есть наша цель – развить в них разные виды грамотности. То есть через искусство, так как у нас МО развивающих предметов, то есть так оно и называется, то есть они не только искусству обучаются, но и развивают свои знания. Вот еще скетчбук хотела показать. Вот в 7 классе у них на 1 год он дан, вот такой размер уже. А здесь уже формат А3. Тоже одного из прилежных учениц. Это Калинина Кристина. Вот здесь видно, что всякие наклейки. Все вот это исследование. Потом вот здесь эксперименты они проводили с техникой батик. То есть все видно. Это как их личное портфолио. Все записи, результаты, что они изменили, что они исправили. И вот здесь видно каждая тема. И у нас, кстати, бывают часто открытые уроки, интегрированные, то есть с какими-то другими предметами. Так как моя профессиональная цель связана с интерпретацией, да, мы с учителем по биологии провели открытый урок. То есть с точки зрения науки биологии они рассмотрели насекомые, а потом интерпретировали под дизайн здания. То есть не самого здания, а целого оздоровительного детского комплекса, то есть само насекомое, его образ. И показали это, и где какая будет зона, например, зона отдыха, зона развлечения или еще чего-то, оздоровления, то есть образ насекомого. Вот, они учатся находить точки соприкосновения и применяют. Вот. И в процессе обучения они знакомятся с разными направлениями в искусстве, они полностью
все изучают тонкости, стили, техники. В общем, получают очень большой багаж знаний. Не только по искусству, но и по другим предметам. То есть предмет искусства помогает развиваться. Сразу нескольких направлений. Да, и вот еще хотела привести пример. У нас был открытый урок с учителем информатики Мархаба Дольжановна, учитель искусства, еще нас двое на данный момент. И с учителем информатики они тоже провели урок, то есть используя искусственный интеллект, и они создали дизайн робота. И применяя программу Excel, они по заданной формуле смогли посчитать количество материалов, сколько чего им понадобится. Вот. А я уже тоже после провела открытый урок, тема Айвазовского, творчество Айвазовского. Дети учились строить текст и представлять анализ произведения художественного. То есть как раз вот мы смогли детям показать, как правильно строить приложение, как анализировать. То есть они ознакомились с структурой и системой, как это делать. Вот. Потому что не каждый может описать картину, а после применения вот этой вот системы, применения структуры, как правильно построить текст описания картины, они теперь смогут сделать это описание по любой картине. Понятно. Жанна, ну тогда у меня сразу возник к тебе вопрос. Есть ли у тебя самые любимые художники или какие-нибудь картины? Да, мне нравится творчество Эдуарда Мане. И чем оно тебе так нравится? Расскажи. Мне нравится его уникальность и история, как он стал художником, что там. Ну, например, можно сказать то, что на одной выставке его поставили рядом с Клодом Мане, и они как бы так оскорбились, то, что их поставили вместе и даже немного путали. Ух ты. Ты когда, вот тебе когда нравятся какие-то работы, ты изучаешь, да, биографию этого художника? Понятно. А самая любимая картина, вот самая любимая? В саду. В саду? Да. Так, кто автор такая, знакомая какая-то как будто? Эдуард Мане. Ага, все. То есть у тебя все с ним связано? Все его картины. А еще есть какие-нибудь любимые там авторы? Мне нравится из скульпторов Федот Шубин. Ага, знаю такого. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот в будущем ты планируешь связывать свою жизнь с искусством? После окончания Назарбаев муниципальной школы я бы хотела поступить на иллюстратора в заграничный вуз. Ух ты, какая. Слушай, ну я очень верю, что у тебя все получится. Ты молодец, так вот трудишься, работаешь над собой. А почему такую профессию хочешь выбрать? Мне нравится то, что сейчас вот я занимаюсь творчеством. Мне нравятся сами иллюстрации. У меня в скетчбуках почти все время там есть разные иллюстрации к разным произведениям и фильмам. Мне нравится то, что в иллюстрациях можно передать несколько картин в одном изображении. Круто. Ну, мы продолжим беседу через несколько минут. Дорогие телезрители, ни в коем случае не переключайтесь, впереди еще много интересного. Друзья, у меня сейчас в руках вот эта вот замечательная книжка, которая называется «Таза Булак». В ней работа талантливой Жанеллы Мирамовой, которую я вам сейчас покажу. Я покажу вам эту работу прямо. Смотрите, какая красота. Жанелла, ну расскажи, что это подробно для телезрителей. Это сама работа является иллюстрацией к, так скажем, фанфику по Минына Тамкожа. Ничего себе! Это не сам Кожа. Кожа стал дедушкой, а это его внук Рустем, который начал влезать в долги и брать деньги у своих родственников на всякие вещи, которые совсем не нужные. Интересно, да? Чем закончилась эта история? Өте қызықты. Чем закончилась? Грустная история или все-таки она закончилась Нет, хорошо? все-таки она закончилась хорошо. И... Хэппи-энд была ма? Да. Смотри, это кто? Это кто? Это лошадь, которая
преследовала Рустема, так скажем. Просто я смотрю, что она так близко с ним стоит, поэтому понимаю, что это так задумано не просто так наверняка. Да, потому что была девочка, и она как бы хотела подружиться с Рустемом. И она приехала на этой лошади, чтобы подбодрить Рустема, потому что его после школы избили. Ого. Слушай, ну, очень интересное произведение и классная работа. Ты молодец. Жалпы суретші болу үшін Да. кітап оқу керек сияқты, иә? Бірнеше оқиғалардың мазмұнын білу керек. Я все, видишь, уже работы все сразу, мне все хочется посмотреть. Это тоже твои работы? Так, я правильно открываю? Да, можете с той стороны открыть, где больше по коллажам. Как больше чего? Коллажи. Коллажей. Так, слушайте, дорогие телезрители, я готова, оказывается, смотреть рисунки. Ух ты, какая красота. Мне прям понравилась эта девочка, я хочу телезрителям нашим показать, какой. Что это за девочка? Я просто взяла референс из приложения Pinterest. Мне понравилась внешность этой девушки. Какая-то она такая необычная девочка. Так, слушай, ну покажи какие-нибудь еще, я вижу еще скетчбук, покажи какие-нибудь свои любимые работы. Вот прям тебе они очень нравятся. Что-нибудь такое вот. Так, это виолончель. Да. Правильно? Или скрипка? Это больше идет виолончель. Виолончель, да. Так, очень красиво. А почему с пауками? Это из этого, «Семейки Адамс», что ли? Оттуда. Она, кстати, играла на скрипке, или на виолончели она играла как раз, да. Тебе нравится эта героиня? Да. То есть тебя фильм вдохновил? Да, и тогда был челлендж Inktober, где надо на протяжении всего октября рисовать каждый день на определенную тему. В этот день была тема «Пауки». Ага. Ну, я так понимаю, что тебя еще сериал все-таки вдохновил. Понравилась тебе героиня? Понятно. Хотелось бы отметить вот в ее работах, что хотелось сказать, вот не просто, да, вот скрипка, то есть вот эти вот элементы, они позволяют создать образ, художественный образ. Вот, да. То есть, и когда мы рисуем кружку просто, а если мы добавляем какой-то элемент, то есть уже смысл другой картины. Да. И как раз у Жанеллы как бы видно, что у нее хорошо развит художественный образ. Ну вот, так как она, как раз у нее уклон идет на книжную графику, и помимо этого она еще обучается, как этот кружок, ораторское мастерство. Да. Школа ораторского мастерства. Да, посещает. И Это у вас при Назарбаев интеллектуальной Да. школе? Ученица Лосева Надежда Сергеевна его ведет. да, и у нее хорошо как бы, также у нее уклон идет на литературу. То есть недавно Жанелла участвовала тоже в конкурсе «Пушкинские чтения», да? Вот. Это международный конкурс, да? Жанна, ты молодец. Среди Казахстана. Разные работы у тебя. Значит, республиканский конкурс, вот, «Пушкинские чтения». То есть здесь связь литература, и как раз литература помогает создавать образы. Вот. Понятно. Спасибо. Ну, в общем, Татьяна Леонидовна, у нас так мало времени остается. И хочется, конечно, еще и Жанелле задать много вопросов. Но я знаю, что у вас какой-то конкурс будет, да, в ближайшее время. Давайте вот так кратенько, о главном, как говорится. Хорошо. Итак, я хотела кратко рассказать о школе Назарбаева, то есть школа имени Назарбаева физико-математического направления приглашает учащихся 6 классов на конкурс, то есть это будущие 7 классы, если есть желание учиться в нашей школе. 8 числа, после Нового года, почти чуть больше месяца, до 10 февраля будут приниматься заявки. Вся информация на сайте есть, в Инстаграме, в Фейсбуке. Ну, кратко хотела вообще рассказать о нашей школе, какие вообще в целом система, какие возможности. Наша школа, она рассчитана на 720 учащихся. Вот. Эта школа на 2 языках, казахский и русский язык.
Она полного дня, то есть у детей есть возможность помимо основных предметов и также посещать и разные виды искусства. Соның бірін қазір біз көріп отырмыз, иә. Жалпы келген сайын бізге түрлі өнерпаздарды, осындай түрлі жан-жақты балаларды қонаққа әкеліп, Время у нас Yeah. подходит. Да, хотелось бы еще, конечно, да, уже все, уже поджимает у нас время Yeah. эфира. сондықтан біз қуаныштымыз. Да, но спасибо вам большое. Татьяна Леонидовна, не успеваем уже, да. Ну, приглашаем вас на конкурс Конкурс, да. 8 числа, кто хочет учиться в нашей школе. Спасибо вам большое за ваш труд, хороших вам учеников. Жанелла, ну а тебе побед. Я надеюсь, что ты в ближайшее время придешь еще к нам на эфир с какой-нибудь уже там международной, давай, уже с международной победой. Договорились? Давай, удачи тебе, ты молодец. Биік белестерді бағындар. Ну что ж, дорогие телезрители, время эфира подошло к концу. До новых встреч. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.